Найза в Алматы. Здесь решают секунды. Характер важнее силы. В Найза только лучшие бойцы. 12 боев. Одна ночь. Никаких вторых шансов. Дулат Кинезбеков. Его называют проспектом года. Но сегодня он встречает того, с кем у него есть незаконченное дело. Мураджан Юсупов. Старый знакомый, новый счет. Любители позади. Теперь профессиональная клетка. Теперь по-настоящему. Говорят, грация и жестокость несовместимы. Айгерим и Алиса докажут обратное. Наблюдай. Некоторые уходят и возвращаются тихо. Магомед Кабардиев, экс-чемпион Найза, возвращается громко. Наби Ашурлаев ждет его в клетке. Пояс он знает изнутри. И теперь он идет за следующей главой. И главное, пояс легкого веса. Майки Линарес. Хитрый, терпеливый, расчетливый. Он ждет ошибки и наказывает за нее. Жансерик Жаксагулулы. Непредсказуемый, взрывной, опасный в любую секунду. Расчет против инстинкта. Кто сломается первым? Найза 82. 2 мая. Спортивно-культурный комплекс имени Балуана Шалака. 16:00. Билеты на Кино КЗ. Будет жарко. Друзья, всем привет! Вы находитесь на YouTube-канале Найза, и сегодня мы хотим для вас разобрать карт турнира под номером 82, который состоится в Алмате уже 2 мая. У нас есть уже карт. Вы, наверное, карт целиком не видели, но совсем скоро он должен появиться у нас в социальных сетях, а возможно, к выходу этого видео он в социальных сетях и появится. И сегодня мне будет в этом помогать матчмейкер Лиги Найза Асет. Асет, приветствую. Ассаламу алейкум всем. Жасулан, Next Fight. Ассаламу алейкум. Карт довольно разнообразный. Есть ребята, которые давно и долго выступают в лиге, есть дебютанты. Вот, подробнее обо всем будет рассказывать Асет. Я буду тоже что-то вкидывать, потому что многих ребят я уже знаю, долго следил за их карьерой, за кем-то. А кого-то, наоборот, впервые вижу. Вот, поэтому будет интересно послушать и Асета, и Жасика тоже будет интересно послушать, потому что я думаю, что он карт изучил и много чего может нам рассказать. Правильно? Да, конечно. Окей, давайте, чтобы, может быть, люди, которые пришли чисто за главными боями, их сразу же обрадуем и начнем там, с украшения боя, с главного боя вечера. Бой за титул в легком Линарес весе. Шахсулу. Да, Линарес, который забрал титул у Тимура Сиркула, да. Сиркулы. И будет он драться против парня, который о себе очень громко заявил в этом году, JJJ. Прорыв года 2025. Да, прорыв года, и реально, если там у многих вопросы, почему так быстро парень получил титул, потому что он действительно добивался этого медийно, добивался этого и боями. Да, может быть, у него там не так много боев, как там, у других бойцов из легкого веса Найзы, но при этом этот парень действительно вложился, он хотел титул и, собственно, его получил. Асет, про этот бой пару слов расскажи. Хорошо. Линарес Шакс. У Жакса есть все шансы, чтобы выиграть Линареса, потому что антропометрия у него на этот вес. Ну, высокий. 1,91 м, да, по-моему? 1,95 м даже. Да, с чем-то. 1,91 м, да. Да, Жакс очень хорошо работает с коленом, локтями бьет хорошо. Но я даю 60/40 в пользу Линареса, потому что он выиграл такого бойца, как Акула, и он опытный в первую очередь. Но у Жакса есть все шансы, что выиграть. Могу так сказать. Ну, в этом плане, я думаю, главное преимущество Джакса это в росте, антропометрия. И в целом, что он сам не раз говорил, что он наносит не только точечные удары, а урон прям сильный. А Майка мы знаем, как он может продержаться все 5 раундов, какой он хитрый, какой он умный боец. И то, что он уже как 8 лет не проигрывает и идет на серии 7 побед, это о многом говорит. Так что Джакс сам рассчитывает на поздний 3-4 раунд, на финиш. А Майка, мы думаем, что его главное преимущество это в борьбе будет акцентироваться, так как соперник высокий ростом, и можно будет легко проходить в ноги. Мне кажется, тоже важно проговорить, что
у Джакса не было ни разу 5 раундов в Вот, боях. вот. И в целом чемпионская дистанция для многих серьезным испытанием является. Вот, но мне нравится его моральный настрой. Я прям вижу, насколько он сейчас заряжен. С другой стороны, Майк приходил в лигу просто такой, ну, парнем для битья, будем честными, но при этом победил, наверное, там, если не одного из, то наоборот, даже если не сильнейшего, то одного из сильнейших легковесов Казахстана на Мгм. данный момент вообще это Тимур Серикулы, который там постоянный спарринг-партнер Али Багова. Поэтому точно бразилец не так прост. Вот. И тоже мне очень сложно здесь фаворита взять. С одной стороны, там какое-то непреодолимое желание, а с другой стороны, парень, который умеет терпеть и умеет работать всю дистанцию. При этом нельзя вот сказать, что там Линарес в чем-то хорош. Особенно там ударка у него вроде там не супер высокого Мгм. там уровня. Борьба тоже неплохо вроде защищается от болевых удушающих, но когда у него были позиции, когда Тимур был уже уставший, он все равно не смог реализовать ничего. Но при этом парень, который 5 раундов дышит, психологически устойчив, то есть его не сломать даже жестким напором. Не знаю, тоже вот мне кажется, что что-то такое 55-45 бразильцу я бы отдал, но после 2025 года хочется, чтобы JJJ нас удивил, потому что действительно у парня хорошо получается в нозе двигаться. И один из ключевых факторов у Джакса 9 побед и все досрочные. И все победы не доходили до третьего раунда. Он завершил либо в первом, либо втором раунде. М. Знаете, вот мое мнение такое. Если Жакс не удосрочит, по очкам, наверное, выиграет. Отдал бы Майк, да? Линаресу, да. По очкам, наверное, выиграет Линарес. Ну вот он, говорю, да, хорошо в целом смотрелся. Ну просто, с другой стороны, не знаю, может быть, и не самый показательный от Тимура бой, потому что там в первом раунде он действительно выглядел как Тимур Серикула, как акула, а после первого раунда, когда он все силы как-то отдал на то, чтобы удосрочить Майка, Да. как будто бы, да, что-то подломился. Но с другой стороны, все 5 раундов Но тут выстоял. есть нюанс, что Акула с ним боролся, с Линаресом. Мгм. А Жакс не будет с ним бороться. У него своя тактика. Он уже стойко будет работать. Ну, посмотрим, что как будет. Да. С другой стороны, может быть, как раз увидим от Майка вот эту борьбу. Ну Может, да, он да, будет да. уже навязывать там эту работу. Да, бой титульный, 5 раундов, и действительно интересный. Следующий бой, который идет у нас, ко-мейн Кабардиев, Ашурлаев. вечера, Кабардиев, Ашурлаев. На самом деле, вот эти двое парней тоже могли бы, мне кажется, там в Да. альтернативной вселенной драться за титул, потому что Магомед Кабардиев — это экс-чемпион Найзы, Ашурлаев — это парень, который был очень близок к титулу, потом в какой-то момент из лиги ушел, и сейчас они возвращаются. Оба без поражений в Найзе идут. У Кабардиева 5-0, по-моему, в Найзе, у Ашурлаева 2 или 3-0. 2-0. 2-0. Вот тоже очень крутой бой известных парней, и мне кажется, что, ну, ты скажи, как матчмейкер, это, наверное, претендентский, да, бой? Да, претендентский бой. Сразу, кто выиграет, сразу в титульный претендент. Первый претендент будет. Вообще, в целом, хотелось бы отметить 3 боя в этой карде. Давай сначала Кабардиев. проговорим про Кабарди. него, а потом А, к следующему. хорошо. Кабардиев, Ашурлаев, ну, очень интересно будет. Самому интересно, что будет. Мое мнение, Кабардиев выиграет, по-моему. Кабардиев, 60/40 Кабардиев, наверное. Ну, ты знаешь, чуть побольше нам навали какой-то фактуры, то есть, ну, за счет чего? Ну, за счет защиты от проходов ноги. Наби будет, наверное, бороться. Кабардиев стойко будет драться. Защита от этой борьбы. Наверное, стойки выиграет его Наби Ашурлаева. Мое М. мнение. Ну, и еще Ашурлаева простой, 2 года, по-моему, да? Да, Да, с да. 2 года простой у 2024 него. с июня он не дерется. Мгм. Последний бой Маги, оно было в июне в Warriors. Я там был, кстати, вживую туда приезжал. Он еще выступал в полусреднем весе. И тут тоже интересно, сможет ли он сделать вес 70. И получится ли... Ашурлаев? Не, Кабардиев. Кабардиев. Да. И показать хорошую версию себя. Но мы знаем, как он показывал себя, выигрывал в чемпионских поединках, где он защищался хорошо от тейкдаунов, своим ключевым фактором, там, удары локтями, как он чувствует дистанцию. А Шурлаев, мы знаем, у него отличная борьба, всегда навязывает свою игру, жесткий прессинг от него. И в целом тут шансы, я думаю, 50/50. Зависит от того, кто навяжет свою игру. Я вот когда приезжал на турнир Warrior Warriors и смотрел бой Магомед Кабардиева, он изменился, на самом деле, вот это тоже стоит отметить. Раньше, ему сейчас 30 лет исполнилось как раз, и раньше, если он был такой очень свежий и очень чувствительный, такой на ногах, то сейчас он как-то больше стал уже про школу,
больше именно такой тайский бокс, меньше финтит, потому что раньше он в основном за счет финтов тоже всех переигрывал. И как будто бы, может быть, ему после 2 поражений не хватало какой-то уверенности в себе. Может быть, сейчас опять раскроется снова. Но это не совсем тот Магомед Кабардиев, которого, мне кажется, привыкли видеть зрители Лиги Найза, кто его видел еще в роли чемпиона. Это уже чуть новый боец, другой. А про Наби я тоже не могу ничего сказать, потому что 2 года простоя, причем непонятно. Ты как матчмейкер же, может, знаешь историю? Он был подписан, я так понимаю, в Black Combat, Да. но там в итоге у них как-то не получилось. Да. Они его долго не отпускали, не давали нигде драться, и в итоге сами тоже бой не дали, да? Да. Такой. Ну, смотрите, многие люди, с которыми я общался, многие думают, что Кабардиев проиграет. М. Многие такие думают. Но я наоборот думаю, Кабардиев выиграет. Мгм. Я не знаю, на самом деле тоже сложно чуть для прогнозирования бой. Просто у Кабардиева действительно была оппозиция потяжелее, чем у Ашурлаева, в Найзе точно. Но при этом мы видели там, когда начинают давить на Магу, то у него самого типа чуть проблем возникают, что в бою с Грозиным, что потом в бою с Зауром Гаджиевым. Вообще там, когда всех удивил, потому что Грозин, да, действительно был, наверное, фаворитом, может быть, в этом бою. И в целом там очень опытным бойцом. А Заур Гаджиев — это парень, у которого было очень много поражений на тот момент. И при этом он свою карьеру как раз реабилитировал за счет Магомеда, и потом Вейсей попал, и сейчас Вейсей очень даже хорошо выступает и шума наводит. Поэтому не знаю, наверное, именно по позиции мне больше нравится Кабардиев, но вот если у Ашурлаева получится первым номером работать, забирать борьбой, то действительно может там у Кабардиева как-то, не знаю, проблемы возникнуть. Тут можно сказать, кто навяжет свой стиль. Мгм. Если Кабардиев стойкий навяжет, тогда выиграет. Ну да, хороший бой на самом деле. Да. Действительно, там многие сегодня спрашивают, что Найзу как-то выделяет из других казахстанских лиг. Это уровень конкуренции. В другой лиге в какой-то можно было, я думаю, матчмейкеры бы поставили бы там Кабардиева там с каким-то одним бразильцем, а Шурлаева с каким-то там другим парнем, у которого там рекорд, не знаю, там 2-0, или что-нибудь такое, 2-2, мы ставим 2 проспектов вместе, и, наверное, этим и ценен сегодняшний матчмейкинг. Следующий бой у нас в полусредней весовой категории. Кинезбеков против Юсупова. Тоже 2 парня, которые уже известны тем, кто следит за Лигой Найза. Кинезбеков тоже в целом мог с JJJ потягаться за открытие 2025 года. Тоже свежий. 3, по-моему, победы в 2025 году. Образ боевого ботаника. Хотя команда уже бразильская распалась, но у него эти очки и образ остались. Хотя он их миксует, там и в ковбойской шляпе тоже ходит. И против него парень, который в Лиге Найза провел только 1 бой. 2 боя. 2 боя, да. 1 победа, За 1 пояс он поражение. дрался, Да. 84. И, собственно, вышел на замену за несколько дней, 84 килограмма против Али Батрудинова, не гоняя вес, продержался все 5 раундов. И да, там, может быть, виноват Али в таком там супер скучном бое, но при этом мне понравилось, что Юсупов показал настоящий характер, когда там на тебе лежат сверху, все равно доминируют, бьют, и ты 5 раундов держишься, это многого стоит. Да, тоже Юсупов, можно, если сказать, по этому бою в 84, когда он дрался за пояс. Много можно сказать. Еще 73 будет бой. В 73 просто Ой, welterweight. 77. 77. 73, говорю, да. Окей. Кинеспек Юсупов самый ожидаемый бой, который я сам лично жду. Но на него вообще даже нету мнений, кто выиграет. 50 на 50. Именно в этом карде только этому бою даю 50 на 50. Кинеспек Юсупов. Слушай, а Юсупов, он где тренируется? Нурбатор команда. В Нурбатыре. Да. Он в Астане, да? Не, Нет, в здесь, Алмате. В Алмате, окей. Просто, да, у Кинезбекова сейчас очень сильный сбор. Ну да. Он тренируется с действительно топами казахстанского ММА. Там у него и Артем Резников, там у него Адиль Адиль Буранбаев. Буранбаев, там у него и Тимур Серикулы тоже. Сейчас смотрел, у них свежие фотки с их тренировочных сборов, и они прям собрали очень хороший набор, и там прям много парней, 70-77, 84, и действительно есть точно спарринг-партнеры. Просто интересно у Юсупова, что по этому поводу, то есть с кем он там подводится к бою, может быть, ты знаешь? Про это не знаю, если честно, с кем он тренируется. Но у них в команде есть бойцы Найзы, еще там 61 килограмм дерутся. 61 маловато, конечно. Да. Спарринг-партнеров, если честно, не знаю. Ну,
Нурбатыры, у него есть спарринг-партнеры из других лиг, которые выступают. Но не такого топового уровня, как у Дулата Кинезбекова. Мгм. К тому же Дулат прошел трехмесячный сбор в Осетии, и я вчера увидел, как он набрал массу, в целом стал огромным для 77, как по сравнению с прежней версией Дулата. И его спарринг-партнеры тоже заметили разницу в том, что он стал более быстрее, агрессивнее и более мощнее, чем Ну и судя прежний. по тому, что он был в Осетии, наверное, и борьбу тоже собрал. Да. Хотя в целом у него неплохая она и была, но Осетия — это в первую очередь всегда уклон на борьбу. Вот, тоже высокогорье. Да, интересно вот посмотреть, с кем Юсупов тренируется. Просто действительно у него будет сложная задача в этот раз. Вот Кинезбеков реально хорошо в 25-м набрал, ну, и Мгм. Юсупов такой тоже. Для меня Тимошетка, ну, я бы, наверное, если бы фаворит выбирал, то Дулата выбрал бы. Именно за счет того, что он, мне кажется, очень ответственно к этому бою подходит. То есть сборы, Да. сильная команда. Вот, и, в принципе, тоже я с ним общался. Цель у него только это титульный бой. Вот хочет он забрать тоже уже титул. И в целом, если в этот раз у него там все получится, то думаю, что тоже, да, наверное, в статус президента какого-то он войдет. Да, да, конечно, если выиграет. Ну, кто выиграет, не знаю, но Юсупова тоже прозвище не зря. Бомба. Мгм. Тоже бомбовый боец. Удар со всего угла летит. У Ну да, но него, мне да, кажется, что Кензбеков чисто будет в борца Да, вот я играть тоже так думаю. в этом противостоянии. да, Жасик, твое мнение? Муратжан, он нестандартный боец, он бьет с разных углов, его читать сложно, он может удивить в целом. Если брать этот поединок, многие думают, что это пройдет в стойке, но мне кажется, кто пропустит такой хороший удар, он с первой же очередь полезет в борьбу. И в борьбе оно и закончится, мне кажется. Мгм. Слушай, а с Юсуповым ты по весу договаривался или, ну, он захотел сам в 77 подраться в этот раз? Сам хотел. Хотел. Сам просил после боя сразу же. Просто интересно, ну, в порядке он сгонит, там все будет хорошо. Ну, недавно пообщался, что он сказал, что с весом все нормально. Мгм. Ну, надеемся, что он сделает вес. Мгм. Следующий бой это Султанов против Павлова. Казахский Казахский борс борс, да, это против прозвище придумал ему кыргызского. я. Вот, и в целом всегда настаивал на том, чтобы Лига Найза давала ему побольше боев, но он сам не часто бои принимает, Да. получает какие-то там травмы нелепые, вот. Но когда дерется, всегда делает это ярко и интересно. Павлова я знаю по бою в Жек-пижек. Жекпе-Жеке, да, я его комментировал, и в целом бой такой завирусился, потому что... Да. Знаете, что один факт скажу. А, Боец, который Павлов выиграл в жек-пижек, Мгм. он, оказывается, близкий друг Султанова Асана. М. Близкий такой. Ну вот уже у нас история Да, мести. история имеется уже. Да, Асан Султанов тоже такой супер нестандартный, очень высокий рост, там даже для среднего веса он, правда, высокий. Да, высокий очень. В целом чистый ударник, то есть я не знаю, как он борется, я не знаю вообще, умеет ли он бороться, но ударка у него прям очень хорошая, такие, у него набита татуировка снайпера, и в целом он очень хорошо там высматривает своих бойцов, накидывает много ударов. А Павлов вот для меня такой непонятный просто, ну, по первому бою там в Жек-Жеке стало понятно, что у него есть характер, но не совсем понятно, вот чем он берет. То есть у него есть какой-то характер и, Мгм. наверное, тяжесть в руках. Наверное, да, характер тоже. У него прозвище, по-моему, Лахчи, да, как было? Ну, Кыргыз везде Лахчи, разные, но в да. основном он сам озвучил, что его прозвище Кыргыз. Мгм. Если у него Лахчи прозвище, он до конца пойдет, наверное. А у Асана, могу сказать про Асана, у него удары очень тяжелые. Я в зале ему держал лапу, я сам почувствовал его удары. Да, у него бокс Такие крутой. нестандартные у него. Не как боксер стандартный, у него там уличный как бы стиль. В Он таким в целом стилем и в Намаде относится. себя тоже там хорошо показывал, Мгм. когда выступал. Там вот, он действительно непонятно, вот, то есть насколько он все-таки хороший боец ММА, потому что борьба Да. его не проверена никем Мгм. была, но в плане ударной техники именно с рук очень, да, чувствительный, точный, попадает тяжело. Не знаю, для меня он прям такой, ну, супер явный фаворит, потому что, Да. опять же, Павлов, может быть, в силу того, что волновался, но вот
характер он показал, но при этом, кроме этого характера, было очень много сумбура вот в этом в первом поединке, хотя и смог Мгм. там победить. Вот. Ну, то есть он там отворачивается, как-то там так дерется. Но если у него получится победить Асана, то тоже очень, мне кажется, много соберет, потому что Асана хайповый. И вот опять же там мы вот сколько его хвалим ударную технику, вот, а Павлов такой идет в качестве андердога, все про это знают, вот, поэтому, наверное, какую-то часть волнения он может убрать, потому что там, условно, поражение не должно на него влиять, мне кажется, Мгм. сильно. Жасик, ты что думаешь про этот бой? Асан, у него 2 поединка в Найза, и все они были завершены в первом раунде. А Павловым, да, мы знаем по его выступлению Найза жекпе-жек, как он держит удар, нестандартно двигается. Ну, прочитать его тоже сложно. Такие бойцы всегда опасны на самом деле. Они заряжаются на один удар. Но если Асан начнет зарубаться и пропустит один удар, все может решить. По-любому. Но все равно в этом противостоянии Асан Султанов фаворит на 65-35%. Мгм. Я еще, как помню, тут тоже, Осет, напомни, Павлов, он вроде же борцуха, да, по-моему, по базе? По базе, да, борец. Да, вот, может быть, попробует действительно навязать там Асану борьбу, но опять же с такими там рычагами длинными, то есть Да, Асан умеет трудно держать будет. прям на дистанции ребят, и у него, по-моему, в дебюте был тоже борец, и там он вообще ничего ему не дал сделать. Ну, понятное дело, что там неопытный парень, но и у Асана тоже 2:0 рекорд, поэтому интересно. Я видел тоже и тренера, Павлова, в Кыргызстане они тренируются, забыл, как, правда, зал называется. И еще один вот боец на жекпе-жеке дрался, тоже достаточно неплохо подрался, проиграл, правда, но, короче, в целом, ну, неплохие ребята вот там у тренера. Тут, Да. может быть, что-то интересное предложит. Ну, тоже, да, тот бой, который, наверное, интересно посмотреть. Плюс Асан какое-то заявление, я думаю, сделает, вызовет там еще кого-то, там, может быть, чемпионский бой захочет с Батрудиновым, не знаю. Вот в целом, да, довольно интересное противостояние. Жумабеков, Камал, тоже два парня, которые дрались на Зе, непобежденные. Побежденный два бойца. Да, 77, хорошая весовая категория. 66. 66, прошу Да. прощения, да. 66 килограммов, хорошая весовая Это категория. тоже претендентский бой. Претендентский бой. Да, расскажи себе поподробнее про него. Это в первую очередь претендентский бой. Второй раз это очень интересный бой. Два непобежденных бойца. 5-0 против 6-0. Жумабеков с моего зала Агарс. Очень, очень умный. Очень хороший. У него таланты раскрываются с клетки. Все так тренера так говорят. Он очень хитер в бою. Прям. Не в тренировке. В тренировке там хорошо двигается, хорошо работает, но он раскрывается в бою именно. Хорошо работает. А Шыңғыс Камал, представитель клуба. Қандай клуб еді? Мерген Файт. Мерген Файт. Мерген Файтинг. Он И Драуский, да? Атырауские, да, с Ну, на Атырауда. данный момент тренируется в Иркинкш. Еркін күш, Да, сборы проходят там. Много можно про него сказать. Нокаутер он тоже. 3 боя провел, 3 досрочных боя. Тоже интересный бой. Кто выиграет, сразу претендент титул. Ну и да, и честно, люблю такие бои. Ну, с одной стороны, люблю, с другой стороны, может быть, чуть-чуть расстраивает, что кто-то потеряет точно свой Ну нолик. да. Вряд ли будет ничья в этом поединке. Я вообще не помню, когда последний раз ничья была в Найзе. И в целом кто-то потеряет свой ноль, значит, прям ставки очень велики здесь. И точно ребята, я думаю, будут зубами за победу держаться. Вот сразу сдаваться не будут. Но, опять же, я вот тоже посмотрел их бои и не вижу в этом поединке что бой дойдет до решения судей. Мне кажется, что кто-то упадет, у кого там тяжелее кулаки и крепче челюсть, тот тому поднимут там в этот вечер руку. Да, в этом противостоянии Шыңғыс Камал, у него 6 побед и все досрочные. А в Найза у него 3 победы и все в первом раунде завершены. И к тому же один из минусов, у него год простой будет к турниру. А Агар Шумабеков, он в прошлом году провел 4 поединка и все завершил очень ярко, показал себя во всех аспектах, и в стойке, и в борьбе. У него было даже нокаут, который... Последний бой нокаутом выиграл. Не, предпоследний тоже у него нокаут был, который против пакистанского бойца Билала Хусейна. Ну, у него очень тяжелый удар, дрался и в 66, и в 70 килограммах. В этом противостоянии для меня фаворитом является вот Агар Шумабеков. Небольшим преимуществом 55-45. Камал Шыңғыс
я думаю, год простой, но сборы в Еркинкыш и там тренировки с экс-чемпионом Нурбеком Абдрахмановым, мне кажется, будут ему пойдут в пользу. Интересно, кто у него в углу, кстати, будет. Приедут ли ребята или нет. Скорее, с Еркинкыш? Еркинкыша, наверное, будут. Да, Ну, просто наверное. они умеют заряжать хорошо. Если там будет тот же Нурбек Абдрахманов, то думаю, что может какие-то там советы, которые могут там изменить ход боя, дать. Женский бой. Давно в целом их тоже не было в Лиге Найза. Честно, я девчонок не знаю, я так глянул быстро на Topology их, но ни одного боя не видел, ни одной, ни другой. Так что же, Осет, хочу, чтобы ты чуть побольше здесь Да. рассказал. Триханова против Савельевой. Савельева 4-0, Триханова 1-0. При этом, как я видел, что все, наоборот, Триханову выделяют как фаворитку. Если выделяют, у нее Айгерим Туриханова, представитель клуба Дартим. Любительский багаж у него очень такой хороший. Чемпион мира по панкратиону. И чемпион мира, чемпион Казахстана по рукопашному бою. Очень хороший такой любительский багаж. Алиса Савельева. Вообще она с родом с России, но тренируется и базируется в Турции. Мгм. И Причем я видел у нее несколько боев в Бразилии. да, в Бразилии. Мгм. Она в основном дралась в Бразилии, по-моему. Знаете, сразу, когда я смотрел первый бой Савельева, она мне сразу напомнила этого Тони Фергюсона. Как стиль такой Тони Фергюсона. Но, по моему мнению, Турихан Айгерим выиграет, по-моему, 60-40. Слушай, а у кого Савельева тренируется? Вот тренер и муж. Окей. Родом У Бразилии. мужа да. тренируется. Мгм. Тренер и муж. Интересная связка. У Савельевой вот из 4 побед у нее 3 досрочных. Ну, тут тоже у нее небольшой простой в профессиональных боях. Если не ошибаюсь, год не дралась. А Туриханова, у нее богатый, как сказал Осет, любительский опыт. За счет этого все думают, что все преимущества у нее. А Савельева, ну, как видим, провела 4 поединка. Она опытная в целом профессиональном плане. И бой будет очень, я считаю, конкурентным. Тут, учитывая тот факт, что она и тренировалась в Бразилии, и дралась в Бразилии, у нее и с джиу-джитсом хорошо, и со стойки. В целом, очень конкурентный поединок. Я думаю, тут шансы 50/50 у обоих. Не знаю. Короче, это женский бой, надо это Мгм. тоже держать в голове всегда. И там всегда супер Непредсказуемо, да. непредсказуемые Непредсказуемо. истории. Поэтому на женские бои просто прогноз делать очень сложно, потому что все может вообще в любую сторону повернуться. Ну да. Следующий бой это Нурберген Мурзикен. да, Мурзикен против Кармисакова. Опять же, этих ребят я не знаю. 2-0, 1-0. Нужна молодая кровь всегда в Лиге Найза. Вот в целом многие ребята заходят к нам через Лигу Джек-Пижек, но есть и возможность на большие карты тоже попасть. Почему, сейчас Осет расскажет их поставить. Кармисакова, может, знаете вы? Он снялся в этом Найза реалити, который в декабре прошел. Он представлял Арлан Арлан ММА. Окей. Да, Может не быть, я по оскорбился. фото не узнал. Все. Он зарубался Да, с Он знаете. же, этим. да, обещал, что он, Закончит если они не карьеру. выиграют... у него просто прическа здесь, да, другая. Не Еще такая, он которая в сейчас реалити была. выступает в 84 килограмм. Мгм. Тогда он в 77, по-моему. Да-да-да, я узнал, просто прическа новая на фотографии, поэтому я сразу еще не и распознал. оппонент Нурберген Мурзикен тоже хороший парень, с Атырау. Мгм. Чемпион мира Да, рукопашный. чемпион мира по рукопашному бою. Ну, тоже очень хороший бой. 84 килограмм. Нурберген Мурзикен, по-моему, тут фаворит. Тоже на 60/40. Ну, я помню, что Кармисаков, по-моему, не умел бороться, вот, но с ударкой у него все в порядке было. Да, с ударкой. У Мурзикен тоже в основном стойки дерется. Посмотрим. Наверное, он с Кармсаковым поборется, не знаю. Мгм. Посмотрим по бою. Да, интересно, что набрал с реалити, будем теперь смотреть. Вот прическа точно изменилась, может быть, что-то еще. Ну, оба идут на победной серии. И Мурзикен выступил первый раз на Найза 79. Завершил досрочно в 3-м раунде, задушил гильотиной. Во втором бою выступил на Найза 80. Там же нокаутировал во втором раунде Руслава Гарнышова, тоже опытного бойца. Ниаз Каримсаков, он выступил на турнире Костанай. За 81.
он еще в тот раз выступил в 93 килограммах. Выиграл оппонента в первом раунде, зарядил хорошее колено. И после боя они, и Нурберген, и Ниаз друг другу пообещали, что будут зарубаться, биться в стойке, что бой не дойдет до решения судей, будет нокаут. И, Проверим, обманывают или нет да, уже да. 2 мая. Так, у нас есть пока еще один бой, в котором нету соперника, так что мы его чуть пропустим. Скоро соперника найдут, и тогда уже мы, собственно, про него что-то уже скажем в своих социальных сетях. Так что перепрыгиваем бой. И у нас Исраилов против Лю, да, как правильно? Да, Лю. На китайском. Да, боец из Китая. Будет 2 бойца, даже 3 бойца из Китая в этом карде. Уже тоже ни для кого не секрет. Нурбек Карбала, президент лиги Найза, неоднократно ездил в Китай, хочет тоже заколлаборироваться с местными Китаем. промоутерами и провести турнир Найза в Китае, побольше бойцов из Китая возить сюда, потому что там рынок, есть спрос. Вот. Расскажи нам, Осет, про бой Исраилов. Ну, Исраилов, он ученик Жакса, Жансерика Жаксугулу, который дерется за пояс. 3-0 рекорд в октагоне дрался. 3 досрочных победы. Хороший парень. 66 килограмм. Лю тоже 3-4 рекордом отрицательным. Но тоже по боям смотрел, тоже волевой такой. Ну вот До я так конца понимаю, знаешь, дерется. еще тоже подтверди, не знаю, или опровергни, что китайские бойцы, у них вообще трабл в том, что с борьбой у них Да, все слабо, есть при этом такой. хорошие ударники, вот часто прям титулованные ударники, но когда дело доходит до борьбы, у них возникают проблемы большие. Есть такой. У многих, не всех, у многих такие с борьбой проблемы. А есть некоторые, которые умеют бороться. У нас же выступал, который с Булат Азамбеков проиграл. Мгм. Вот этот боец китаец хорошо борется. Так, а по Лю он борется, не борется? Нет, он Не только в борется. стойке тоже. Окей. Но его Стойчик оппонент такой. Исраилов тоже любитель зарубаться в стойке, 3 досрочки. И в основном предпочитает драться в стойке. Я думаю, увидим кровавый, дерзкий поединок от молодого пацана, вот казахстанского. Тем более он заявил громкое заявление, что он, грубо говоря, оторвет голову своему оппоненту. И увидим это 2 мая. Будет ли доказывать свои слова. Мгм. Назар Зада против Занова. Назар Зада — это же сын, да? Да, Пуада Назар. Да. В целом очень себя тоже хорошо в Найзе показывает. Он же в номинации был, да, лучший нокаут Лучший нокаут года. года в вертушке. И в целом сейчас таджикская школа ММА действительно за последние несколько лет себя очень хорошо показывает, как в любителях, так в целом и в профессионалах, хотя в Таджикистане сегодня профессиональная ММА под запретом, там проводить нельзя пока турниры, но ребята растут, вот, есть хороший буст, и вот тому, мне кажется, такое прям супер яркое подтверждение, это как раз Назар Зада, интересно за этим парнем следить, ему, по-моему, 19, да, лет, он вообще совсем 20 молодой, ему. 20 Он лет. 2006 года рождения. Да, всего 20 лет, уже 5 профессиональных боев, 5 побед, 5-0. номинация нокаут года. Ну, опять же, с таким там отцом сложно, наверное, и не быть, да, профессионалом. По сопернику расскажи что-нибудь, я про Занова тоже Занов ничего не знаю. Бейбарс, представитель команды Дартим. Тоже хороший парень. Но только цифры, можно сказать, 3-3. А так у него бои там хорошие были. Тоже волевой боец, до конца идет такой. Тоже хороший бой будет. Назар Зада тоже уже все о нем рассказали. У тебя какие расклады? 60-40, наверное. Назар Зада выиграет. Но тоже, по моему мнению там пойдет на решение судей. Мгм. Тут явный фаворит Назар Зада, 5-0. Мгм. Он очень опытный боец, несмотря на свой возраст. Касаемо его оппонента, 3-3. Любитель тоже зарабатываться в стойке и доводить свои бои до решения судей. Но явный фаворит тут Назар Зада. Скорее всего, может быть, и увидим еще одно заявление на нокаут года, возможно. Для меня тут фаворит Назар Зада 70-30. Мгм. Касаемо
Следующий поединка вот Аблай Шакирбеков и Авазбек Усмонов. Усмонов. Пол- Усмонов, да, тут Усмонов представитель Узбекистана, чемпион Узбекистана по боксу, чемпион по рукопашному бою, чемпион Узбекистана. Тоже хороший боец. А Аблай Шакирбеков по прозвищу Хан. Многое можно рассказать об этом бойце. Он вот выступает 93 килограмм, чемпион, двукратный чемпион мира по панкратиону и двукратный чемпион мира, по-моему, по ИМАФ. Или призер мира, по-моему. Ну, наверное, призер. Да, призер мира. Очень хороший такой, перспективный. И представитель команды Сахпротим. Ну, это полутяжелый, да, вес. Да. То есть тоже маловероятно, что бой может дойти до решения судей, потому что еще и парни-дебютанты. Вопрос, как на кого повлияет, да, все-таки история с да, залом, с тем, что будет там много народу на турнире. Я вот видел, что многие ребята, которые только переходят в профессионалы, хотя себя показывали хорошо и там на любительском уровне, и в целом там, чемпионы тренировок, ломаются именно из-за вот этого давления. Интересно, да, правильно. как на парней повлияет, потому что, опять же, для обоих дебютный бой. Так что, да, интересно. Шакирбеков Аблай Что будет. сразу бросил вызов этим Мурзакину, Каримсахову. Мгм. Получается, хочет спуститься в Да. весе. Ну да, наверное, хочет Надо спуститься. выиграть, да, для этого сначала, конечно. Да, сперва дело, потом уже можно бросать вызовы кому. Хотя при этом, кстати, парни какого возраста-то? 21 и 23 года. Они да. плюс-минус все ровесники, они 2001, Мгм. 2, 3 года Да, рождения. молодые еще ребята. Ну, несмотря на свой возраст, у него уже богатый любительский опыт. Мгм. Вот призер мира, чемпион мира по панкратиону. Я думаю, прежде всего надо выиграть свой поединок, а потом уже смотреть на свое будущее и бросать вызовы кому. Ну да, парням как бы дали бой тоже в основном авансом, именно за счет того, что это хороший действительно вес, который всегда практически интересный и яркий. Так что к ребятам обращение, покажите себя максимально интересно. Все-таки это номерной турнир Найза, вас поставили не на жек-пижек, хотя в целом дебютантов-то можно было туда поставить. Так что от вашего выступления 2 мая будет очень много чего зависеть. Пожалуйста, будьте яркими, не пытайтесь как-то сушить бой, потому что этого никому не нужно во втором поединке вечера. Вот. Не разочаруйте зрителей, которые купили на вас билет. Ну что ж, и заключительный бой, с которого Орын. турнир начнется, на самом деле. Это противостояние Китая и Казахстана. Орын против Номанджанов. Омаджанова. Тоже про ребят ничего не знаю. Поделись. Номанджанов, представитель Узбекистана тут. Мгм. а, Узбекистана, Да, да? Узбекистан. Написано Казахстан здесь у нас в карте. Печатка, По наверное. ошибке там Окей. вышло. Номанджанов, призер Узбекистана по рукопашному бою. Орын Ирзат раньше выступал по боксу. База у него бокс. Орын Ирзат в прошлый раз бросил вызов этому Тургунбеку Амирову, который в Костанае дрался, досрочно выиграл. Друга этого Ирзата Орына. Он сразу бросил вызов Тургунбеку Амирову. После этого боя, наверное, сделаем этот бой Тургунбек Амиров против Ирзата Орына. Ну, случай победы, наверное. Да, в случае победы. Мгм. Представитель Китая, но он тренируется и базируется в команде Сах в Алмате. Мгм. Тоже хороший парень. Хороший бой, надеюсь, будет. Да, кстати, на самом деле же много ребят С с Китая. Китая сейчас в Сакпро-Тим Да. тренируются. А там как это вообще все получилось, ты знаешь? Ну, Сейчас. Каким образом каким они образом вот- бойцы из Китая стали в Сакпро-Тим вообще тренироваться? Как это было, забыл. Ну, у них сначала самый старший, Ураз Жахап, сначала приехал в Казахстан и потренировался в Сахпротиме и понравился им. У них же, Он, по-моему, всех извини, я потянул. перебью быстро, там в Сакпро-Тим из Франции ребята, да, по-моему, приезжали? Франции были, с Африки были. Ну, вот там. интересно, как они все так замутили, что Да. к ним И с многие этого приезжают. сборная команда была Индонезии. М. Сборная команда Индонезии была, Франции была. Из Африки вот в прошлый раз, 2-3 месяца назад. Бойцы пришли, тоже хорошие, топовые бойцы Африки. Они, бойцы с Африки, как пришли? Они в этом чемпионате На мира, Ямахе где-то? Гамма, Ногами. Мгм. да, который прошел в Бразилии, Мгм. там дрался с нашим парнем, с командой Сахпротим. Ему проиграл, и он связь сразу ему написал, где тренируешься, так что. И сразу приехал к нам, потренировался, ушел.
Мне И просто Сака постоянно рассказывают, ребята, вот к нам французы приехали какие-то. да, Тайлах же тоже, да, в Сак против Тайлах тоже у тренировался? нас. Балган, если не ошибаюсь, тоже Алган тоже проходил. перед первым боем с Нурбеком Мгм. у нас тренировался. По-моему, месяц. Месяц у нас был. И чемпионы GCK у нас Курманджан, Нартай. Тоже хорошие такие люди. Как-то такой факт, который, ну, всем, кто как бы следит, известен, но для широкой публики, да, естественно, неизвестен, что в последнее время многие там бойцы из разных стран приезжают в Алматы тренироваться в Мгм. Сак-Про-Тиме. Вот. На самом деле, да, какой-то недооцененный, что ли, факт, вот, который вам, мне кажется, надо больше раскачивать. Потому что про Ну, это... мы раскачиваем. Не знаю, многие знают. Ну, не думаю, что многие точно. Мне кажется, ну, те, кто как бы следят за вашим залом, они знают, так, я думаю, что это прям малоизвестный факт. Что тот же Тайлах, сколько он времени-то был уже? Несколько месяцев, Да. да? Он в первом бою, когда в Найзе дрался с Пумой, Мгм. тоже у нас сборы прошел. У нас месяц, по-моему, тренировался, потом с Пумой дрался. Ну да, то есть, чтобы просто люди понимали, Тайлах сегодня в UFC уже, и все равно Мгм. приезжает в Алматы, в зал Сак-Про-Тим, и, собственно, там подводится к своим боям. А тут тоже представители с этой команды выступят. Асан Султанов, Аблай Шакирбеков, Ерзат Орен. Я думаю, будет интересное зрелище, как они покажут себя. Есть 2 дебютанта. И в целом, думаю, будет яркое зрелище. В целом, по карду тут в основном все очень конкурентные бои. Бои непобежденных бойцов, бои, которые были экс-чемпионами, главными претендентами. И думаю, 2 мая будет яркое зрелище. Согласен. Да, друзья, не знаю, понравилась ли вам наша аналитика или нет, но попытались максимально как-то и сжато рассказать, чтобы тоже много вашего времени не забирать. С другой стороны, интересно. Каждый дал свой какой-то прогноз каждому из поединков. Так что 2 мая приходите на Буланшлаг-арену. Билеты уже в продаже. Ссылка будет под этим видео на их покупку. Карта еще, возможно, немножко обновится, может быть, добавится 1-2 боя. Вот тоже представитель из Китая еще должен найти своего соперника. Будет много звездных гостей, как и обычно бывает на турнирах Найза. И что мы обещаем, это конкуренция, то, чего действительно очень мало сегодня. Это не там промоутерские бои, когда там ведут какого-то одного парня. Это именно там, конкуренция ради конкуренции. Если бразилец, то это сильный бразилец, если китаец, то это сильный китаец. Если дерутся 2 непобежденных бойца, то кто-то потеряет в этом бою свой нолик. Подписывайтесь на социальные сети Лиги Найза, подписывайтесь на социальные сети и нашего матчмейкера Асета и Жасулана Next Fight. Встретимся скоро, 2 мая точно. Приходите. Всего хорошего.